Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В Якутии и у нас в стране в целом создаются все условия для того, чтобы у человека, горящего инновационной идеей, обязательно получилось воплотить ее в жизнь. Специально для этого создан технопарк Якутия. Причем уже 10 лет назад, в этом году, он отметил свой 10-й день рождения. За это время множество проектов получили право на существование, и некоторые стали действительно успешными. Сегодня у нас в гостях резидент технопарка Геннадий Бубенчиков, с которым мы и поговорим о его проекте «Батрак», о технопарке в целом, обсудим возможные пути старта и развития для будущих резидентов парка. Добрый вечер, Геннадий. Здравствуйте. Давайте, знаете, с чего начнем? В двух словах обозначим, чем технопарк отличается от бизнес-инкубатора. Я никогда не был в бизнес-инкубаторе, но технопарк это, по-моему, лучшее, что создали среди продвижений для молодых ребят, у которых есть идеи, у которых нет ресурсов, как их воплотить, как свою идею воплотить. Да, он приходит в технопарк, ему там уже направляют, бизнес-план сделают, направят куда надо, проконсультируют, помогут с сертификацией, помогут с выставки, продвижения, ну и все остальное. И до выпуска продукции, получается? Да, от начала до конца сопроводят, а потом, когда уже становишься самостоятельным, там уже все. До свидания уже. Как состоявшийся предприниматель, уже технопарк с ними, ну зачем мы, да? Когда предприниматель состоялся, уже все, пожалуйста, иди, потому что молодым нужно оставить место, да, которые тоже начнут свои идеи там воплощать. Ну и приходишь, собственно, только с идеей, которую ты должен расписать и доказать, что она действительно интересная. Они и даже имеет право подскажут, либо ее переформулируют, эту идею, да, как это, все-таки у технопарка опыта много в этом плане, а молодые люди там не всегда глубоко понимают суть самой идеи. Ну вот давайте на вашем примере расскажем. У вас была только идея сначала? Или вы вообще с одной идеей пришли, другое в результате получилось? Я в технопарк вообще пришел с готовым проектом. Да. Он уже как бы существовал и на бумаге, и в голове, и мы его воплощали, но не в таких масштабах, как потом мы это сделали с технопарком. Мы с ним начали сотрудничать, с технопарком. Они нам помогли с документацией, сертификацией, патентованием. То есть очень сильно нам сократили время, деньги, плюс во всем нам помогли. То есть у вас был опытный образец уже, да, какой-то некий? Да. Прототип, как это называется? Да, прототип был. То есть вы пришли с прототипом, и вам уже помогли его довести до конечной стадии? Да, да. То есть мы сделали некий проект, из прототипа уже делали проект, можно так сказать. Потому что все мы пока пробовали, да. Технопарк нас поддержал, мы защитились перед комиссией, стали резидентом, и там уже пошло-поехало, сделали дорожную карту на несколько лет вперед, и уже пошло-поехало. Ну, расскажите, вот это мини-погрузчик «Батрак», почему вот именно мини-погрузчик, почему такое название? Ну, вообще, если начать сначала, мы не собирались им вообще заниматься, это было как-то второстепенное хобби какое-то, что ли, потому что мы занимались другим проектом. А так получилось, что из квартиры переезжаешь в частный сектор, и там уже сталкиваешься с такими нюансами, как уборка снега, да, где-то песок разровнять, где-то бревно переместить. И спина не железная, да, это такой слабый механизм, человеческая спина. Поэтому мы давай думать, какую технику можно купить вообще на рынке. Да? А на рынке как толком-то ничего не оказалось. Оно либо дорогое, громоздкое, либо на нем много запчастей, бэушное, если купишь, то это вообще разоришься на этом, да, либо он много топлива ест. Короче, мы ничего не нашли для себя, никакого выхода. Мы даже думали квадроцикл взять, к нему какие-то приблуды приварить. Это все стоило от 500 тысяч и выше. Да. Мы увидели в интернете, что трактора существуют, но они большие, да? Мы решили свою мини-версию сделать. Конечно, этого в Ютубе тоже хватает, да? Мы где-то там подчеркнули, какие-то мелкие нюансы. Но мы собрали свою версию, так как видим мы, свой мини-погрузчик, он полноприводный, он с низким расходом топлива,
То есть он функциональный, много всяких навесных на него можно будет повешать уже потом. Сейчас пока два у нас можно будет навесных оборудования повешать. Ну, он перевозится на простом прицепе, допустим, можно перевести. Он легкий, он транспортабельный. То есть на далекие расстояния можно перевести его довольно быстро. Да. По поводу ремонта, это вообще бюджетный вариант, потому что он на 90% состоит из российских комплектующих. Там ВАЗ, чуть-чуть Нивы, чуть-чуть УАЗика, и все это есть в любом автомагазине, все это стоит копейки, и все это в полевых условиях ремонтируется. Допустим, если двигатель у нас там китайский, то он модульный. Его можно буквально 2 ключами заменить там в поле. Его не обязательно обслуживать, его можно просто поменять. Он маленький, компактный, недорогой, там 30 тысяч рублей всего стоит. То есть вы его собрали, получается, из разных деталей, вы говорите, там ВАЗ, там что-то, как конструктор, собственно говоря. Да, как конструктор. Пока это вот так собиралось с целью, то, что он будет ремонтопригодный и бюджетный в эксплуатации. А сколько он, кстати, стоит? Вот вы говорите, 500 тысяч, там это дорого для такой машины. Вот ваш погрузчик сколько стоит? У нас на сегодняшний день стоит от 400 тысяч рублей. Да. То есть он отвечает всем требованиям. Допустим, на сегодняшний день у нас один из погрузчиков работает в аренде. Он постоянно работает, практически без выходных. Это и как физлица, так и управляющие компании. Там, допустим, на 203-м микрорайоне всю весну в этом году снимали у нас в аренду погрузчика. И когда они нам ее вернули, она им очень нужна стала. И они решили свой приобрести у нас. Мы им собрали, у нас он уже засертифицированный, то есть безопасная конструкция, отвечает всем требованиям. Все, и им продали, и они до сих пор довольны, все работает. Собираются у нас еще заказать, не помню, какое-то тоже оборудование, хотят заказать навесное, потому что им это тоже очень нужно. Ну, это для вывоза снега, да, для... Да, для песка, для снега, для щебня, бревно переместить. Это нельзя его сравнивать, допустим, с бобкэтом, да, который стоит там 3 или 6 миллионов. Потому что бобкэт — это своя ниша, он делает тяжелую работу, а человек делает легкую работу. А мы между человеком и бобкэтом. То есть все, что человеку тяжело, делает наша техника. Да, бобкэт, допустим, это дорогое удовольствие, как купить, как в аренду взять, это очень такое не бюджетное средство, а наше это бюджетное. Ну, то есть вы сами увидели боль и, да, чисто и решили ее заполнить, да? Через свою боль пришли к этому, да. Да. Хочешь делать хорошо, сделай сам, да? Да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Тогда получается стоимость его порядка 400 тысяч рублей, вы говорите. Да. А вот когда вы искали, примерно столько же стоил бэушный, да, погрузчик? Я просто не очень ориентируюсь на рынках погрузчиков. Нет, за такую цену мы даже бэушный не нашли. А, даже бэушный не нашли? Ну, что-то китайское, там, типа Синтая, мы не хотели брать. Они какие-то и слабые, и громоздкие, и неполноприводные за эту цену можно найти, допустим, да. Ну, мы не увидели в нем каких-то плюсов, и его в прицепе обычно не перевезешь, да. А мы в аренду таскаем каждый день его туда-сюда, возим без проблем. Это прицеп с категорией Б, никаких доп. Категорий не надо, там ничего такого сложного. Поэтому вот, пока до сих пор мы не видим какой-то альтернативы, кроме нашего погрузчика. Тогда, получается, к вам очередь должна стоять из заказчиков? За этот год мы успели, очень быстро мы делали в сжатые сроки, но мы успели в этом году сделать 8 штук, и они все 8 были проданы. Ну, то один даже, я бы сказал, наперед были проданы. Один мы отправили в Новгород, второй мы отправили в Сахалин, третий мы отправили в Нерюнгри, здесь по Улусам мы отправили, там только в Нюрбу уехали 2 погрузчика. И здесь по городу еще 2 бегает. Один в управляющей компании на 203-м микрорайоне и один у физлица. Собираем от них информацию, да. Там у нас очень мало времени на это ушло. Я 2 года считаю, это очень мало. И собираем от них какие-то ошибки, недоработки, какие-то замечания. И в текущем режиме их отрабатываем. Гарантию даете? Конечно, у нас гарантия на нашу конструкцию, на наши сварные швы. У нас год гарантии. По договору все официально.
Мгм. А основные клиенты это кто? Это вот управляющие компании в основном или 50 на 50. ЖКХ? 50 на 50. 50% это физлица, 50 это фирмы. ЖКХ те же самые. Допустим, какие-то базы оптовые. Да, они себе берут территории большие, и они не хотят ждать, когда этот снег утрамбуется. Выпал, убрали, выпал, убрали. Так же, как недавно хотели у нас в аренду взять. Это у нас площадка для, вот на права же там тренируются. сдают, Автодром. да? Автодром, да. Вот автодром хотели снять в аренду. Ну, не знаю, что у них там не получается, но мы с ними держим связь. Цель у них такая стоит, что выпал, убрали, а большая техника, они сказали, портит еще и покрытие под снегом. То есть он не видит глубину наста и соскребает вместе с асфальтом. Поэтому вот наша техника и в этом плане подходит еще. То Она есть легкая. асфальт не портит. Нет, она не портит асфальт. У нее сил не хватит асфальт испортить. Ага. А сколько там сил лошадиных? 15 лошадиных сил у него. Это вполне хватает. Визуально кажется, что это мало, но если упереться в стену и включить скорость, он будет переть просто. Крутиться, колеса будут все 4 на месте. Ага. И он на батарейке, да, работает? На аккумуляторе? Нет, это двигатель внутреннего сгорания, обычный двигатель. А, прям как Да, и как такой в двигатель машине. используется, он универсальный. Это мотопомпы, мотоблоки, универсальный двигатель. То есть этот двигатель можно снять, другой поставить. Там, побольше лошадиных сил, да, если ты хочешь там прицеп тянуть какой-то тяжелый, еще что-то. И то есть он легко разбирается, то есть владелец может сам там этот мотор взять и Абсолютно. Мы с такой переставить целью... его там на моторную лодку свою, ну, грубо говоря. Двигатель? Ну, двигатель. Да, либо наоборот. Оттуда Либо наоборот, переставить. Да, но у оттуда. двигателей тоже, они не все абсолютно универсальны. У них тоже есть серия. Там, у нашего двигателя там 190 серия, да, и он вот подходит, там вот 190 серий от 13, по-моему, там до 20 лошадиных сил серия идет. Вот можно из них любой поставить, по креплению подходит. А если это не предприятие, вы говорите, половина это физлица, но это, наверное, те, которые живут в частных домах, да, или в районах, кому нужно. Да, конечно. Да? Но человек, живущий в квартире, такая техника, она не нужна. Зачем? Зачем ему такую технику Ну, держать? тогда потенциально в каждом частном доме такая штука нужна, нет? Да, да. Поэтому мы и говорим, не надо ее покупать. Да? Возьмите в аренду, попробуйте, понравится, купите. Да? И у нас так несколько сделок состоялось. Потому что я сам живу теперь в частном секторе и не вижу без него там смысла убираться на участке, не вижу. Ага. Ну, то есть все-таки свою вот ту боль, с которой вы его задумали, вы решили. Да, я решил свою проблему, действительно, это так. И мы не собирались, говорю же, этим заниматься как-то, вот сейчас, как сейчас занимаемся. У нас был другой проект. А какой был проект? Это называлась фирма «Технопластик». Ну, не называлась, а называется, до сих пор работает. И 7 лет назад я там начал паять, там, купил там... Давайте мы ответим на звонок. Ага. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, вы в эфире. Что-то, какие-то технические проблемы. Ладно, давайте дальше продолжим, если... Да, мы занимались фирмой «Технопластик». Это изготовление септики, там, емкости, бассейн, да, там, вот те же урны, допустим, раздельного сбора мусора, с которым проектом мы пришли в технопарк, стали резидентом. Да, мы занимались ею, мы ее развили на всю республику, на Дальний Восток даже работали, там огромные емкости, там поставляли по Дальнему Востоку, изготавливали сами, все нормально, у нас там гарантия вообще 3 года была, но все развивалось хорошо. И мы уперлись в такой момент, мы хотели развиваться вообще на Россию. Та фирма... Давайте еще раз попробуем прерваться, вроде бы человек дозвонился. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Представителю, который занимается производством вот этих подъемников, в этом году он сделал всего 8 подъемников. В следующем году еще планируется, сколько подъемников требуется для инвестиций для этих цел. И гарантия какая будет те производства, которые он занимается, оборудование. И какая система предусмотрена после, как какая-то гарантия и постгарантийный ремонт под запчасти.
Спасибо за вопрос. Постгарантийное обслуживание. Ну, гарантия год мы с вами проговорили, наверное, зритель не услышал. И вот постгарантийное обслуживание его интересует. я так Ну, понимаю. он спросил сначала, что 8 штук сделали, сколько планируется на следующий год, да? Сложно сказать. Мы сейчас отрабатываем новую версию, хотим выпустить новую версию, не текущую. Ну, текущую будем поддерживать, но еще работаем над новой версией, которая будет, Совершенствование. да, который будет даже не похож на этот, он будет уже другой. Там же и металл потолще, и вес побольше, и возможности, и нагрузки повыше, да. Но это все равно И цена подороже, наверное. мы еще экономику не считали, но, скорее всего, судя по тяжести металла, да, будет подороже немножко. Но никаких там, не знаю, 1 000 000 рублей речи не идет. Нет, конечно. Какой смысл тогда этим заниматься? Спросили еще про инвестиции. Инвестиции пока не требуются. Инвестиции требуются больше в масштабировании, чем в разработке, да. В разработках больше нужно время, чтобы отработать все ошибки. Там, деньгами это не ускоришь, да. Нужно время, понимание, там, испытания и все такое. Там больших денег там особо не надо. Ну а чтобы поставить на поток, запустить серийное производство? Да, для этого нужно отработать сначала продукт, быть в нем уверенным. Потому что если выпускать сырой продукт по 100 единиц в год, можно на гарантии так прогореть, потом не расплатишься с заказчиками. Поэтому это большой риск, и тут нужно каждый шаг, какую-то уверенность, чтобы продукт в тебя вселял, чтобы дальше его масштабировать. То есть перед серийным производством вы еще его будете какое-то время тестить? Там, Конечно. год, два, Да, 3, сколько? Да. Ну, будем там в аренду за полцены отдавать, или же там и у себя будем тестить, сами его мучить будем, ронять, там, ломать. Мы даже когда в аренду сдаем, мы иногда говорим, что ваша цель там чуть-чуть поломать. Ну, не об стену поломать, а в эксплуатации там. Ага, да. не жалеть вообще. Да, не жалеть, эксплуатировать, слабые места нужно выявить, да. И предупреждаем, что аккуратнее в то же время, да, не переусердствовать, там, с горы не надо на нем лететь, как бешеный. А еще спросили по постгарантийное обслуживание. Ну, гарантию мы даем 12 месяцев. Насчет постгарантийного, там, в принципе, конструкция настолько простая, и запчасти продаются в магазинах. Там, поэтому, если уедет куда-то в Улус, да, дешевле купить запчасть в любом магазине и самому поменять. Поэтому там, это не какая-то там японская специализированная техника, где нужен специализированный автосервис там, и какой-то еще. Поэтому это довольно простая техника. Тут ничего сложного нет. То есть какое-то специальное обслуживание она не требует, потому что довольно просто вообще. Абсолютно да? нет. Просто смотрите за узлами, да, смазывайте, тавотница, там все применяйте. И вовремя обслуживайте сами. Как свою машину обслуживаете, там масла меняйте, вовремя жидкости меняйте. Поэтому также и с этим погрузчиком. Вы стали победителем стартап-тура, организованного Сколково, да, весной этого года. Вот расскажите, что там было, что вам это дало? Да, мы подали заявку на стартап-тур. Приехали специалисты, там представители со Сколково, там еще откуда-то приехали. Их там было очень много. Да. Заявок было подано порядка 200. Это большое количество. Там в основном брали, ну, так скажем, лидировали айтишники. Ну и мы как бы вообще не рассчитывали ни на какое место там. Просто подали заявку, хорошо себе там презентацию подготовили, все отработали сами на себе там. Да, и мы взяли первое место. Да, то есть там призовое место было 300 тысяч и еще 50. То есть там в общей сложности 300, ну 300 это, по-моему, там Алроса финансировала, и 50 это технопарк. И вот в общей сложности там получилось 350 тысяч. Ну, мы довольны абсолютно. Помимо этого, все, кто в тройку попал, по-моему, если не ошибаюсь, или там в пятерку, они получили возможность участия в Startup Village. Это в Сколково, в Москве. Да, и мы отправили свой погрузчик туда. Опять же, технопарк нам помог, там часть расходов взяли, там и с местом договорились. Да, и мы там поучаствовали. Арсений Сергеевич к нам подходил и там время выделил посидеть за нашим погрузчиком, порулить. Ну, было весело. И мы много специалистов встретили в этом плане. То, что которые инженеры. И нам еще понравились эти ребята,
которые занимаются промышленным дизайнером. Они сказали, ваш погрузчик выглядит очень чопорно, да, для современной техники. Ага. Ну, Я с ними полностью... некрасивые, в общем. Да, Ага. да, я с ними полностью согласился, потому что действительно тут одни железки, там трубы, да, квадратные. Ну, и мы с ними договорились, тогда, когда мы уверены будем в продукте, в техническом плане, тогда мы уже и... Подумаем про дизайн, Да, про дизайн упаковку. подумаем, да. Это стоит, конечно, там как 5 наших погрузчиков, да, один только дизайн отработать, без каких-то прототипов там. Но, тем не менее, мы контакт держим и обязательно, ну, хотя бы попробуем до этого этапа дойти. Не то, что там обещать сложно, потому что непонятно, что будет завтра. Мгм. Ну, а вообще, кроме денег призовых, что вам дала эта победа в стартап-туре? Ну, какую-то уверенность, там, признание экспертов, потому что год за этого Сколково приезжали в технопарк, заходили к нам в цех. Они увидели там 3 железяки, 4 колеса, да. Ну, для нас ничего не поменялось, как будто, потому что мы каждый день это видим, каждый день с этим работаем. А они сказали, когда там мы выступали, они сказали, что мы были год назад у вас, и сейчас, и это, говорит, ну, небо и земля, вообще другая картина. Ну, ладно, я согласился с этим. И все, нам дали первое место. То есть за быстрый прогресс, Да. получается. А вот эти 200 заявок, они были из Якутии только или со всей России? Они были со всего Дальнего Востока. Со всего Дальнего Да, Востока. если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Но ну, там сильных проектов очень много. Сильный проект Видроид, да, в которых там в РЖД заявки, там где-то в Шереметьево какие-то заявки с их роботами, потом Скиллометр, да, это обучение сотрудников на предприятии, где они сотрудничают там с российскими крупными предприятиями, у них там контракты какие-то мощные, поэтому мы думали, куда мы со своей техникой там тягаться будем с ними. Ну, тем не менее, эксперты посчитали так. Ну, вот, мы тоже удивились. Ну, видимо, прогресс их впечатлил все-таки. Наверное, да. Мы как бы, ну, работаем над этим. У нас там тоже у нас другие проекты есть, и этим мы успеваем как-то заниматься. Ну, вот так, потихонечку двигаемся. Что-то пытаемся и изобразить. Но понятно, что ведро это не у вас же в технопарке тоже резиденты. Да. А второй проект, вот я не знаю, откуда он, из Якутии или нет, вот про инженерию. Скиллометр? Да, Скиллометр. Они тоже резиденты IT-парка. Нашего Да. IT-парка Они Якутии. тоже наши местные ребята. Ага. Но качают там нереально. Это как бы не видно, вот как повседневно, да? Это потому что IT-продукт, он внутри предприятий как-то там растет и развивается. Но, тем не менее, у них там все хорошо, все получается. Вы мне прямо на 2 ближайших выпуска тему Да, подсказали. без проблем. Я даже дам контакты ребят. И я думаю, они рады будут с вами побеседовать. А во время стартап-тура какие-то новые проекты вы увидели, которые вас заинтересовали, но о которых вы не знали еще? Конечно. Там, допустим, Что, например? как ты назывался проект, не знаю, но у них там кожу они там выращивают, наши местные ребята. Они тоже резиденты, по-моему. Да, они там кожу выращивают. Ну, удивительные вещи вообще. И в Сколково тоже, когда презентовались, они тоже, по-моему, были. И другие ребята были. Ну, там много чего удивительного. Все сейчас не расскажу, потому что это долго времени займет, да. Но вот мне про кожу понравилось. И плюс там что-то с печенью связано. Там что-то восстанавливает как-то печень. Ребята придумали какие-то там механизмы. Ну, я так чопорно рассказываю, там, я думаю, они лучше расскажут в вашей передаче. А насколько вы там взаимодействуете между резидентами вот внутри технопарка, IT-парка? Про кого-то, вот вы говорите, даже не слышали раньше, а с ведроидами, я, насколько знаю, они вообще там вам что-то помогают делать электронную начинку. Да, недавно мы с ними начали сотрудничать. Ну, это называется коллаборация, да, когда резидент с резидентом. И вот их команда из 3 человек, наша команда из 2 человек, и все они инженеры в сфере IT, да, мы инженеры в сфере там, техники такие. И мы с ними приняли решение сделать на него радиоуправление. То есть он будет управляться на радиоуправлении. Пока это будет с джойстика, там, через Bluetooth, да, а потом это, конечно, когда мы соберем прототип, и он будет работоспособный, мы тогда уже, конечно, сделаем и... Голосовое управление? Ну, нет, конечно. Голосовое это где-то там, в будущем, там, может, в Тесле есть. А у нас будет
уже серьезные микросхемы будем применять, серьезные там вот эти вот джойстики управления, где будет и километр, там, ну и до полутора километра постараемся сделать, попытаемся, опять же. Не могу сейчас сказать за результат, какой будет, но сейчас мы его делаем на Bluetooth. Это джойстик там от Sony PlayStation, да? Ну, может, это какие-то специалисты увидят, скажут, что это баловство, но нам это интересно. И мы делаем это в мирных целях. Допустим, это холодно, чтобы человеку там на тракторе не работать, он может там, если мы сделаем хотя бы порядка километра и сделаем абсолютно безопасным, чтобы он там не давил какие-то препятствия, не дай бог людей, то он может какими-то работами заниматься. Пока непонятно какими, но мы думаем, что это, допустим, работа для тех же там операторов. А операторами могут быть там малоподвижные люди, да, допустим, в коляске сидишь, и работа там нужна, все. Можешь оператором работать, техникой управлять, допустим. Ну, мы в каких-то мирных целях его пока делаем. Пока непонятно, что получится, но пока делаем. А почему батрак? Ну, он батрачит. Это обычное такое типовое название. Вариантов было много, и все они какие-то непонятные, там супертехнологичные. Но мы как-то попроще название выбрали. Батрак, батрачит, все. И батрак слово переводится со всех языков, вернее, на все языки переводится там. И везде один и тот же смысл. Это сельхоз рабочий. И все. Такие. То есть хромоночит. Да. Хорошо. А вот первый ваш проект, вы его решили, первая идея, с которой вы пришли, да, вы его как бы поняли, что это не то, и решили похоронить, или просто отодвинули пока на дальнюю полку и потом начнете заниматься? Нет, почему? Мы его... Или параллельно работаете над ним тоже? Нет, мы его развивали на республику, уперлись вот, в пределы республики. Логистика не дает продавать по России, потому что там стоимость доставки, это, сами знаете, это очень дорого, что-то возить в другие регионы отсюда. А если там открывать филиалы, это нужно изучить регион. Это абсолютно другая специфика, 5-10 лет уйдет на это все. Мы решили сократить время, мы решили проект продать, и мы его продали здесь, в республике, одному бизнесмену. И этот проект до сих пор развивается, растет. И мы иногда принимаем участие там, в стратегических задачах, чтобы он дальше успешно показывал результаты. Поэтому все нормально, там все хорошо. Ну, и решили работать над новым проектом. И мы сразу сходу начали на Россию работать. Потому что трактор стоит там, условно на сегодняшний день 400, а доставить его, допустим, в тот же Новгород 40-50 тысяч. Это не так дорого для спецтехники, поэтому это доступно. А вот вы сказали, что продали же тоже один из погрузчиков туда, в Новгород куда-то. Вот, насколько, как это, вот, транспортировка и так далее. Все равно дешевле им получилось, чем покупать какой-то аналог, получается, там. Им получилось дешевле покупать из Якутии, вместе с транспортировкой платить, да? Так что ли? Так? Сложно сказать, какое решение они приняли. Но, наверное, искали что-то подобное. Да, мы сами удивились, честно. Ну, мы же хотели на Якутск пока попробовать здесь потестить на нас, на наших, потому что если он уедет в далекие края, первые единицы, ну, сложно будет к нему приезжать, там, что-то там отлаживать, какие-то моменты. И для нас тоже было удивление, когда человек с Новгорода позвонил, все, я заказываю, все, давайте договор подписывать. Ну все, мы начали, подписали договор, и пока он там деньги нам не перечислили, мы не верили в это сами. Ну, перечисляет 50% стоимости, все, мы начали этот... Ну, для него, кстати, был готовый образец. Мы сделали сначала 2, потом начали их пробовать продать, а потом уже взяли еще 6 заказов, предзаказов. Причем за короткий период мы сами удивились, мягко сказать. А вот вам что интереснее в дальнейшем, то есть развивать дальше вот этот батрак, запускать серийное производство, там на нем подниматься и богатеть, или в какой-то момент продать, чтобы главное лишь бы идея жила, и придумать что-то новое? Да, сложно сказать. Пока проект интересен, там работаем, да, конечно, интересно. Ну, то есть я имею в виду, что вот главная цель какая? Я понимаю, что мотивация как бы и денег заработать, да, и что-то новое придумать, сделать, это вообще круто всегда с нуля. Вот. И чего больше?
Ну, кто не хочет не заработать, да? Все хотят заработать. Хочет, чтобы проект приносил какие-то средства, доходы, чтобы не нуждаться там в каких-то вещах, да? И спокойно, с спокойной душой работать над проектом. Поэтому сложно сказать, как он будет масштабироваться. Вообще сложно. Может, он далеко пойдет, может, недалеко. Ну, рано вообще выводы какие-то делать. А что хочется? Ну, не знаю, хочется, чтобы по каким-то показателям идти, там, сегодня 10, на следующий год там 50, потом там 100, 200, да, ну и прогрессировать в этом плане. Причем там вдвоем, впятером, наверное, это будет мало народу, да, нужно сотрудничать и с дизайнерами, и с какими-то еще конструкторами, поэтому это надо масштабироваться прям в что-то крупное, и чтобы далеко идти, нужно иметь крепкую, сильную команду. Вот. Ну, На сегодняшний день у нас очень сильная команда. Сейчас у нас уже не двое, у нас уже 5. Да? У нас уже сильная команда, я считаю, вообще сильнейшая. Все заинтересованы. Мы вчера даже работали до 11 вечера с ним. И, по-моему, и я, и никто и не спал там толком. Вчера, пока до дома добрались, уже там 1:30 ночи было. Что делали? Что штурмили? Что Мы штурмили? вчера тестили, я не знаю, видео вам поставить, нет, но мы вчера тестили его и даже видео Поставили. сняли. где Уже он- показали. Да, Ага. где он и там стрелой поднимал, там с джойстика я управлял, там ребята управляли. Ну, эффект был поразительный, параболический. А во время пандемии какие сложности были? А во время пандемии мы работали с тем проектом, с технопластиком. Да? Но в любом проекте, мне кажется, надо быть гибким в плане сервиса, в плане цен. Да? Если у тебя там как-то падают продажи, приходится уступать, да? Где-то занижать, какие-то стратегию пересматривать. Поэтому мы пандемию пережили хорошо. Да? Мы были гибкими, мы шли навстречу, мы оказывали какие-то новые услуги, там, включали в перечень новую продукцию какую-то, начали там разрабатывать, внедрять в текущий там прайс-лист. Ну, мы там шевелились нормально вообще. Ну и мы показатели хорошие сделали. Мы там особо не страдали. Ну вот вы сказали, что было вас 2 сначала, теперь уже 5 человек. То есть, ну, вроде совсем мало, а вроде бы это больше, чем в 2 раза, значит, у вас выросла, да, команда. Как вы подбирали вот ребят, которые потом пришли? По интересам. По интересам подбирали. Ну, а по-другому никак. Там, по объявлению не дашь же. Там, я вот только делаю такой проект, приходите. Да. Нет, конечно. Ну, поэтому по интересам тот же самый технопарк. Там вот создается такой микроклимат, где все заинтересованы что-то делать, что-то двигаться. И так мы... То есть вы в технопарке их и нашли, получается? Да, вот, да, да. Мы с Ведроидами давно работали. Мы когда работали, не то, что мы там не сотрудничали плотно, но мы для их роботов делали всякие резервуарчики, вот эти вот пластиковые, потому что мы с пластиком работали. Там мы начали пробовать даже корпуса делать для их ведроидов. Но было интересно, прикольно. И сейчас вот мы засотрудничались так, что теперь они на наш погрузчик делают радиоуправление. Ну, вообще ребята очень умные. Я удивляюсь, как они там эти микросхемы, там это все. Там для меня это море проводов, а для них это, ага, это здесь работает, здесь не работает. Для них все понятно. Поэтому ребята очень умные. Я думаю, мы с ними что-то придумаем хорошее. То есть в целом технопарк это ведь не только бесплатное сопровождение, поддержка, это еще и получается нетворкинг, да, некий микроклимат, как вы сказали, Да, который там создается и который помогает тут же искать коллаборации какие-то. Да, да, это, мне кажется, там любому предпринимателю начинающему надо побывать, ну, по крайней мере, многим, да. Те, кто заинтересован там, менять что-то в республике, не идти продавать там какой-то товар, а что-то производить, оказывать какие-то услуги, там, что-то еще. Мне кажется, там интересно. Вообще можно и без технопарка существовать, правильно? Но с технопарком это намного быстрее, комфортнее, удобнее. Людям, которые в одном направлении думают, где объединяться. Да в технопарке, а где еще? Только там. Ну вот, поэтому все-таки государство правильно делает, что эти технопарки строят по всей стране. Ну да, Анатолий Скалунович в свое время правильно решение принял технопарк такой запустить. Это Анатолий Скалунович и Асен Сергеевич, тогда первые его срок мэром, да, они подали идею, открыл его, конечно, Егор Афанасьевич своим
решением. Вот. Но авторы идеи это были, да, Александр Сергеевич и Анатолий Скалонович. Ну да. И, ну да, там у них своя команда была тоже. Вот. Давайте в завершение дайте какой-нибудь совет начинающим предпринимателям, Ну, я советую предпринимателям тем, кто хочет пробовать. стать предпринимателем, у кого есть идея, но они еще не предприниматели, например. Да, ну, нужно пробовать, бесконечно пробовать. Вот, не получилось — новая идея, не получилось — новая. Допустим, у нас там с 21 попытки там получилось что-то реализовать. Мы там уже и нервы все сожгли, там, и время, и желание, но тем не менее не останавливались. Поэтому, ну, не сказать, что мы там супер успешные, нет, конечно, просто скромные предприниматели. Да, что-то делаем, что-то пытаемся. Вот здесь сидим с вами. Поэтому пробуйте, всегда пробуйте, и не останавливайтесь. Самое главное, пробуйте и не останавливайтесь. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Это была Якутия Лайв. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.